Вы сами верите в астрологию? Боже, это же все в моей карте вот так вот по дням буквально прописано. Вы хлусили калі-небудзь сваім кліентам? Ты не можешь быть наверняка уверенным, что это произойдет. Калі на ўсё воля Божья, то навошта тады глядзець свае карты? Ты обычный человек, который не в силах вмешиваться в чужую судьбу. Вы узнавали дату смерти Лукашенко? Все можно изменить и отсрочить эту дату в том числе. Вы скажаце пра гэта? Нет. Нельга распавядаць чалавеку, што ён памрэ? Вообще это табуированная тема в принципе. На следующих выборах в Беларуси победит Лукашенко? Человек может просто до следующих выборов не дойти. Вы глядзіце праграму «Шчыра кажучы», у якой цікавых беларусаў правяраюць на паліграфія. Цягам 2 гадзінаў госць адказвае на пытанні адмыслоўца. Пасля адказы аналізуюцца, поліграфолаг перадае іх вядоўцы праграмы. І ўжо потым Арына Маліноўская абмяркоўвае адказы з тым, хто наважыўся прайсці дэтэктар хлусні. Сёння госць праграмы «Астролаг» Наталя Людкевіч. Наталя, вітаю. Дзякую вам вялікі, што вы сёння да нас прыйшлі. Зараз вы праходзілі нашае тэставанне. Распавядзіце, калі ласка, ці раіліся вы зоркамі, калі пагаджаліся на нашыя здымкі? Так. І што яны вам адказалі? Ближайшие 3 дня самые классные, самые плодотворные для любого начала какой-либо деятельности, особенно если ты идешь в какие-то свои страхи. Можно очень круто, даже не то чтобы взлететь, но просто это перевернет всю твою жизнь. Поэтому, несмотря на все сомнения и страхи, которые были по поводу того, приезжать или нет, то решила идти в свои страхи, которые были по поводу этой поездки. У меня уже есть отказы на пытанне, и мы с вами можем начинать. Вы сами верите в астрологию? Да. Как по-вашему, астрология – это лженаука? Да. Как по-вашему, гороскоп – это обман? Да. Вы когда-нибудь выдумывали гороскоп? Нет. Вы сами верите в астрологию? Да, конечно. Мы сами приехали благодаря астрологии. И наш полиграф вам верить. Вы переехали в Польшу дзякуючы астрологии? Так. Гэта як? Во-первых, у мужа в карте рождения есть такой момент, который показывал, что в данный период времени, отрезок жизни, могут происходить не очень хорошие события, связанные с каким-то образом изоляции. Мы не знаем, что это может быть, но туда попадают у нас там тюрьмы, туда у нас попадают госпитали какие-то, да. И, по сути, в эту же сферу, в этот же сектор у нас попадает эмиграция. Опираясь на прогнозирование для супруга, мы решили переехать, и Польша была... Это не самая идеальная страна для прогнозирования и развития, и для карьеры, для нас обоих, но как бы единственная возможность в плане документов, потому что у мужа отец поляк, и у него, в принципе, была на тот момент уже карта поляка, то есть, в принципе, была возможность сделать ПМЖ и перевести семью. А ці былі выпадкі ў вашым жыцці, калі вы засумніваліся ў астрологіі? Конечно, я думаю, будучи сама скептиком по натуре, поначалу, когда ты изучаешь астрологию, то и проверяешь тоже, и в первую очередь на себе. В итоге ты помогаешь другим, а сам используешь, так, частично. А потом, когда отгребаешь по шапке и понимаешь, что, боже, это же все в моей карте вот так вот по дням буквально прописано, то уже начинаешь более серьезно к этому всему относиться. А вы лічыце астрологію лженавукай? В том формате, в котором она представлена людям сейчас, да. Вы адказалі так, і гэта праўда, але вы таксама адказалі і нет. І у нашага поліграфу тут былі сумневы. Давайте разберемся. Та астрология, которая пропагандируется, которая открыта, которая доступна, это часть ее, это западная астрология. Я считаю ее лженаукой. Як вы лічыце, гороскоп гэта падман? Если это массовый гороскоп, рассчитанный на какую-то аудиторию, да, то есть выборку. 2 разы вы адказалі на гэтае пытанне. Першы раз ваш адказ быў так, і гэта была праўда, а другі адказ ваш быў не. І тут у нашага поліграфу ёсць сумневы. Массовый гороскоп, так? Это подман. Да, мы разговаривали как раз-таки о том, что в первый раз я как раз-таки в этот момент думала про то позиционирование, какая у нас астрология, как она выставлена вообще в свет, да? И вот то, что мы видим с вами везде,
это телевидение, это там YouTube, интернет, масс-маркет, гороскоп, газеты, журналы, радио. Но это обман. Нас хотят уравнять и разбить на каких-то 12 категорий, 12 знаков зодиака. Вот я у вас, если спрошу, кто вы по знаку зодиака, вы же ответите мне, верите вы в астрологию или нет, но почти каждый мужчина, женщина скажет, там, я телец, но астрология это все там фигня. Поэтому, да, в том ключе, в котором мы привыкли ее считать, это лженаука, которая, ну, можно считать лохотрон, для кого-то это зарабатывание денег и только. Вы калі-небудзь выдумлялі гараскоп? Нет. І тут у нашага поліграфа есть сумневы. На старте, когда я только-только начинала, было такое, что ты точно так же берешь информацию из источников, которые в свободном доступе есть. Допустим, там твой учитель, который тебя обучает, тоже ведический астролог, вот он выложил какую-то информацию, и ты, опираясь на то, что он сказал, пишешь такие же рекомендации там своим, вот, ну, это вот было начало такой деятельности, только-только завела Инстаграм. Сейчас, конечно, я не смотрю чужие прогнозы, чтобы что-то там перефразировать, своими словами доносить до аудитории, потому что уже прогнозированию научилась сама. Але гэта списывать, Да, это списывать, ну, можно так сказать, наверное. а не выдумлять. Ну, поэтому вот у меня и такие были в этот момент. А іншая астрологія, якая Ведическая добрая? астрология Это что? — это индийская астрология, которой обучают в университете, как в Индии, так и в Америке в том числе. Они не считают ее там лженаукой, она приравнивается к государственному диплому. Это те знания, которые к нам пришли от 4000 лет еще до нашей эры. Это веды, да, то есть из которых, в принципе, вышла даже религия, даже православие, христианство вышло из вед. Но, конечно, единицы, которые познали суть ведической астрологии, они консультируют совсем других птиц другого полета. А вы який астролог? Ведический астролог. Вы были у Індії? Я была в Индии, но не изучая астрологию ведическую. Я онлайн обучалась. Но базу я получала на протяжении 1,5 лет ежедневно. И этого мне все равно не хватило. Ці можем мы подмануть астрологию? Во-первых, неосознанно, я думаю, каждый обманывает астролога тем, что предоставляет ему изначально на старте неверные данные. Гэта як? Мне для расчета нужны ваши точные дата, время и город рождения. Наверняка вы, если не знаете точного времени, вы спросите у мамы. Мама может вспомнить там бирку, может найти ее, может не найти. Может вспомнить, ну, примерно было там 9:20, а вы родились, допустим, в 9:23. Для меня важна каждая минута и буквально каждая секунда. Ведический астролог способен с помощью определенных инструментов и методов математических расчетов восстановить время рождения до секунды. А человек сам может при этом не знать своего точного времени. Как по-вашему, может ли человек изменить свою судьбу? Да. Вы сами верите в то, что благодаря астрологии можно узнать свое будущее? Да. Вы врали когда-нибудь своим клиентам? Да. Вы самі верыце ў тое, што дзякуючы астралогіі можна даведацца пра сваю будучыню. Да, для того, чтобы его изменить. Наш поліграф вам верыць, ці заўсёды яго трэба змяняць? Конечно, можно ничего не менять. Но если хочется минимизировать какие-то такие встряски психологические, да, какие-то такие ситуации, которые могут тебя просто на колени поставить, то я бы все-таки прислушалась бы к советам. То бок трэба на кожны дзень складаць? Прогноз на 1,5 года, на 2,5 года, как общее такое направление, где вот прям на самом деле вы будете чувствовать перемены. Возможно, у вас какая-то сделка, возможно, вы рискуете деньгами, то есть что-то, что будет, очень значимо. И здесь все-таки хорошо подобрать день благоприятный для этого. Или будь то там заключение брака, совместимость с бизнес-партнерством, с бизнес-партнерами. С мужем? В принципе, все совместимы со всеми, просто карта нам показывает астрологическая, как именно найти подход к этому человеку, эти ключики. Какой он в общении, как он мыслит, как он чувствует, как он любит, что для него любовь. Вы таксама так рабілі? Ну, конечно, я знаю про мужа все. Я его карту знаю рождения лучше, чем свою. А калі вы паглядзелі яго карту народжання? В первый день нашего знакомства я у него попросила дату и время рождения. Ён не спужаўся? Он спросил сразу же: а ты что, астролог? Ты будешь мне карту какую-то там составлять? Ну нет, дал мне данные. Ці можа чалавек змяніць свой лёс? Да, конечно. І наш поліграф вам верыць. Я считаю, что если ты
Если ты родился, допустим, там, в бедной семье, у тебя нет вообще никаких финансовых возможностей, ты открываешь гороскоп, и ты видишь, что у тебя действительно там бедная семья, нет никаких возможностей. И гороскоп твой вообще не про деньги. Это не значит, что ты не можешь стать миллионером и чего-то добиться в жизни. Просто тебе это не будет вот так вот, по щелчку. Нужно будет прилагать много усилий для этого. Вы хлусили калі-небудзь сваім кліентам? Я ответила «да», по той причине, что я сейчас уже со своей позиции, своего опыта допускаю, что в начале совсем моих каких-то знаний я была не настолько компетентна, и те знания, которые у меня были, мне казалось, что вот он ответ. А когда уже проходит год-два практики, и ты понимаешь, что есть информация более глубокая за вот этим всем, значит, те первые разборы, которые были по факту, они не были настолько действительны и настолько правдивы, как ты бы сделал тем же людям повторную консультацию уже с позиции своего опыта теперешнего, нынешнего. І наш паліграф вам верыць, вы сапраўды хлусілі сваім кліентам. Гэта была хлусня, не ведаючы, што гэта хлусня ў той момант, так? Так. Но была такая хлусня, что вы ведали, что это хлусня? Нет. Единственные моменты, которые, наверное, есть, это табуированные какие-то темы, когда человек, к примеру, задает вопрос, допустим, насчет темы смерти, насчет вопросов развода, да, то есть конкретно вот, то есть дайте мне ответ. То есть там, где есть перекладывание ответственности, по сути, я это сразу обрубаю. То есть даже если я могу увидеть, нужно, чтобы человек сам до этого дошел. Калі не такие пытанні, тады на якія пытанні вы адказваеце? Тема релокации, допустим. Ці патрэбна пераязджаць у іншую Во-первых, краіну? необходимо ли, во-вторых, подбор конкретно города либо страны человеку под его запросы. Допустим, вы хотите какого-то профессионального карьерного роста, вы переезжаете в другой город или в другую страну, и у вас полностью меняется ваша карта рождения. Пытанне наконт рэлакацыі. Гэта пытанне больш такое турыстычнае, то бок можна загугліць, ці падыходзіць табе гэтая краіна. Ну, мы смотрим все моменты, психологический аспект, насколько человеку будет тут комфортно, тема финансов, тема отношений, не испортятся ли отношения в браке после переезда в этот город или в эту страну, репутация, успех карьеры, какие вообще периоды человек будет проживать, да, там каких-то кризисов, как пройдет эта адаптация после переезда. На самом деле это очень такой топовый запрос на данный момент, особенно после событий 2020 года. Скажите, вы в Бога верите? Да. С помощью астрологии можно узнать дату смерти? Да. Вы узнавали дату смерти Лукашенко? Нет. А вось з дапамогай астралогіі можна даведацца пра дату смерці? Да, я ответила, что да. І наш паліграф вам верыць. Потому что так оно и есть. На момент нашего рождения мы получаем ту карту рождения, да. По факту это как результат наших прошлых жизней, что мы вот кармически накопили, какой опыт, вот мы получили, вот мы родились, мы младенец. Но мы же живем, мы развиваемся с вами, да, мы можем пойти по этому сценарию, можем что-либо изменить. И здесь аналогично, мы получаем эту дату смерти по факту, как на текущий день нашего рождения, что вот такому человеку суждено прожить вот такой вот период жизни. Но все можно изменить и отсрочить эту дату в том числе. Поэтому те люди, а на моей практике были такие некомпетентные астрологи среди знакомых, которые на консультации обращались, которые говорили, там, вот я вижу, что ты погибнешь в автокатастрофе такого-то, такого-то числа. И человек сидит дома, у него там просто панические атаки. Нельга распавядаць чалавеку, што ён памрэ? Вообще это табуированная тема в принципе, и экологично человек об этом никогда не скажет. Почему? Потому что он не может быть в этом уверен. Вы глядзіце, вы бачыце, што там заўтра чалавек памрэ. Вы скажаце пра гэта? Нет. Вы можаце выратаваць гэтага чалавека. Или это будет, или это не будет. Ты не в компетенции своей, в принципе, на такие вопросы давать ответ. То бок, Ну, ты обычный человек, который не в силах вмешиваться в чужую судьбу. А вдруг, если все будет хорошо? Ты не можешь быть наверняка уверенным, что это произойдет. Калі на ўсё воля Божья, то навошта тады глядзець свае карты? Навошта вы глядзіце Я считаю, что эти даны знания нам от Бога, но для того, чтобы мы могли что-то вообще в этой жизни изменить. Вы верыце ў Бога? Да. І тут у нашага паліграфу ёсць сумневы. Чаму сумневы? Я это называю, наверное, просто высшими силами. Не как вера в Иисуса Христа, а вера в то, что есть высшие силы,
Такие подтверждения мне постоянно приходят, да, то есть когда ты как будто бы отправляешь какой-то запрос куда-то туда и получаешь подтверждение. А вось гэта не супярэчыць? У меня в сердце нет. Я считаю, что я несу благо, и я людям помогаю, и мои знания тоже помогают. Потому что появление ведической астрологии, вообще как оно было, да, то есть там жрецам-мудрецам эти знания пришли в контакте с чем-то божественным. Они это как бы фиксировали и записывали. 4000 лет до нашей эры. А там Бог такие сказал. трактаты, которые... Но они считают, что это, да, это все от Бога. Знания от Бога, переданные нам. А вы даведваліся пра дату смерці Лукашэнкі? Нет. І наш паліграф вам верыць. Як вы утрымаліся і не паглядзелі? У меня муж более силен в политике, и он, в принципе, сразу сказал, что эта дата рождения, которая у него есть, которая доступна в Википедии, она изменена, это не его дата рождения настоящая. Вот. Так же, как и у Сталина, да. Поэтому, по сути, нет смысла делать какие-либо прогнозы, когда... То есть тут минуты важны, а когда там день-два разницы, то тут как бы человек специально не называет, не рассекречивает своих данных. Карты Таро говорят правду? Да. Вы верите в существование экстрасенсов? Да. То, что говорят звезды, неизбежно? Нет. І наш паліграф вам верыць. Карты Таро гавораць праўду. Карты всегда говорят правду. Вопрос только в том, что таролог, не каждый таролог умеет правильно расшифровать этот ответ. І ви адказалі нашаму паліграфу так, але ў нашага паліграфа ёсць сумневы. Карты — это работа, они не так точны, как астрология. Там нет никаких цифр. Мы видим всего лишь картинки на картонке. И в этом случае карты — это больше работа с самим собой, со своим подсознанием. Это те вопросы, где карты всегда тебе скажут на 100% правильный ответ. Но есть ряд вопросов, где, опять же, возможно, развитие событий зависит не только от тебя, принятие решений зависит не только от тебя. И то, что на текущий момент на твою точку А карты показывали такую картину, завтра что-то поменялось, границы закрыли, ну, допустим, да, там, или там что-то началось, или что-то случилось там в твоей жизни, и у тебя вот этот вот как бы прогноз не сбылся. Поэтому, опять же, есть ли смысл использовать карты в прогнозировании? Нет. А у чым ёсць сэнс? Только в самоанализе, как такая психологическая работа в самокопании. Для чего мне этот урок? Уволили меня на работе, да? То есть я могу спросить, для чего мне это было нужно? Этот опыт, который я получила, что я приобрела этим? То бок задаваць пытанне, ці по сути, это как... ехаць мне ў адпачынак заўтра або не, гэта не лепшы варыянт, так? Здесь вы предполагаете ответ «да» или «нет». И здесь как будто бы перекладываете ответственность на карты, чтобы картонки вам сказали. Ці верыце вы ў існаванне экстрасэнсаў? Да. І наш паліграф вам верыць. Ці сутыкаліся вы з сапраўднымі экстрасэнсамі? Да. Был в моей жизни такой опыт, когда я попала к мужчине на такую вот тет-а-тет встречу, очень такой уже возрастной. Он просто взял меня за руку, он смотрел мне в глаз мой с гидрохромией, вот так вот пересчитывал костяшки. Угу. И просто вот мне говорил те вещи, которых, ну вот вообще, ну никто не мог знать, кроме меня. И этот был такой период для меня, ну, достаточно сложный с финансовой стороны, потому что я у своей коллеги попросила денежку, да, чтобы к этому человеку, к этому мужчине сходить. Ну и как бы у него не было никакого фиксированного прайса, он там, ну вот оставьте там на столике, там, к примеру, там и пойдете. И когда я взяла денежку, чтобы ему оставить, он такой, говорит, мне ничего не надо, ты эти деньги взяла у своей подруги-коллеги, вот ей их и верни. Типа, мне от тебя ничего не нужно. Все, типа, используй мою информацию там во благо себе. Ну, и он мне, в принципе, финансовую ситуацию всю расписал полностью, что, говорит, тебе сейчас, вот, пожалуйста, еще и в долги там залазить какие-то точно не нужно. Поэтому давай ей отдашь завтра на работе. Каму трэба давяраць? Экстрасэнсам, картам, гараскопам або глядзець па далоні? Абсолютно везде человек должен обладать очень высоким уровнем знаний, потому что это очень высокий уровень ответственности. И так же, как у нас есть битва экстрасенсов, где наверняка, ну, очень много, наверное, постановочного, но мы не можем знать, да, шоу это или не шоу. Я лічу, што гэта шоу. То же самое и с экстрасенсами. Я верю, что есть люди, которые обладают такими способностями. Но как понять, кто обладает на самом деле, а кто нет,
Ну, наверное, только вот так вот столкнувшись. Аналогично и с астрологом. Вы знаете, кто победит в российско-украинской войне? Нет. Украина победит Россию в войне? На следующих выборах в Беларуси победит Лукашенко? Я не знаю и думаю, что их может не быть. Каким-то образом будет либо перенос, ну то есть человек сделает все максимально возможное, чтобы не допустить выборов, таких, как они были в 2020 году. На поліграфі ви не адказалі на гэтае пытанне. Да. Ну, я не знала, что сказать, как бы, да или нет. Але вы гэта недзе глядзелі? Ну, по крайней мере, ближайший год, 24-й, очень решающий. И все зависит, что будет в России, от этого сильно зависит Беларусь. Поэтому человек может просто, до следующих выборов не дойти. Вы ведаеце, хто пераможа ў расійска-украінскай вайне? Нет. Наш поліграф вам верыць, ці не хацелі неяк запытаць? Это отдельное вообще направление, называется мунданная астрология. Это астрология стран, народов. Там свои совсем трактовки, свои характеристики. И очень мало во всем мире астрологов, которые на самом деле обладают такими глубокими знаниями в этом направлении с точки зрения именно еще углубления в политику. Поэтому я здесь некомпетентна и бессильна. Украіна пераможа Расію ў вайне? Вы не адказалі на гэтае пытанне, таму што я не знаю. Вы не ведаеце. С помощью своих знаний вы помогали людям? Да. Вы считаете себя хорошим психологом? Да. Вы считаете себя хорошим астрологом? Да. З дапамогай сваіх ведаў вы дапамагалі людям? Да. Наш поліграф вам верыць. А якой дапамогай вы больш за ўсё ганарыцеся? Я думаю, такие моменты, где люди попадали в очень сильные кризисные ситуации и буквально были в шаге от развода, от аборта. И грамотное объяснение, почему человек проживает вот этот в жизни период, что сейчас с ним происходит, когда он закончится у него. Сохранила не одну семью и жизнь малыша в том числе. В любом случае всегда есть какие-то компенсационные действия, которые можно сделать вместо вот этого вот. Допустим, там могут быть проблемы с документами всякими, и этот же сектор отвечает за здоровье. Не хочешь болеть, не хочешь бегать по врачам, сам иди запишись там на плановое УЗИ, сдай анализы и так далее. То есть, чтобы тебя туда звезды не запихнули в тот момент в больнице к врачам, лучше сам иди. И такая вот работа на опережение, она помогает вывести в какой-то период в плюс. То бок гэта зоркі, а не нейкі нездаровы лад жыцця. Ну, в принципе, алкоголь, сигареты. Если это исключить, то ты как минимум себе продлишь жизнь, это 100%. А склонность к алкоголизму, к курению, к наркотикам точно так же тебе покажет твой гороскоп, твоя карта рождения. Вы лічыце сябе добрым псіхолагам? Да. І наш поліграф вам верыць. Вы лічыце сябе добрым астролагам? Тоже, да. А тут наш поліграф лічыць, што гэта хлусня. Я считаю, что на каждый уровень знаний найдутся те, кто знают намного больше тебя. И, допустим, я бы хотела еще обучиться тет-а-тет у какого-нибудь индуса напрямую в Индии, да, когда детки будут постарше. Я уверена, что для меня там откроются совсем другие глубины, которых я не знаю до сих пор. И те, кто напрямую обучались, да, вот так вот, или учились в университете 7 лет вот этому всему, намного компетентнее и намного выше меня по уровню знаний. Но на тот уровень, который у нас есть в таком массовом исполнении, я считаю себя достаточно на высоком уровне. Наталья, гэта былі ўсе пытанні. Дзякую вам вялікі, што вы сёння до нас прыйшлі. І дзякую за вашу шчырасць. Я благодарю тоже вас за приглашение, за этот опыт, который был просто огромный и бесконечно ценный, который невозможно оценить вообще, наверное, никакими земными благами материального мира. Гэта была праграма «Шчыра кажучы» і я яе вядоўца Арына Маліноўская. До сустрэчы. Наступным поліграф пройдзе святар Александр Кухта.